пиар. Есть пиар чистый, есть пиар черный, да? И чем больше слухов сам автор вокруг себя разогревает и распространяет, тем выше популярность, да? Вот знаменитый Борис Акунин, он буквально 10 лет назад он признался в том, что Анатолий Брусникин и Анна Смирнова – это он именно, да? Что это он и пишет. Но псевдоним он взял совсем по другой причине. Его грузинскую фамилию очень трудно было выговаривать. Она была неблагозвучной. Я, кстати, до сих пор не могу ее запомнить и никогда не выговаривала правильно. Поэтому он взял довольно короткий, хлесткий псевдоним Борис Акунин. Вот. И еще с этой целью рождается. Теперь немножко, может быть, по личностям пройдемся. Да? Вот, первым в этом списке я хотела бы назвать, пожалуй, самого великого мистика и мистификатора русской литературы – это Николая Васильевича Гоголя. Вот, наверное, ни об одном писателе не ходило никогда столько слухов и сплетен, сколько о Гоголе. И уже отделить сейчас, как говорится, зерна от плевел, ну, очень сложно, да, очень сложно. Началось все с чего? Началось, если помните, с его с гоголевской фобии быть похороненным заживо, да, когда он заснет летаргическим сном. Сейчас я вам скажу, что это не что иное, как слух. Слух, который намеренно был распространен и который намеренно поддерживался, правда, не совсем понятно с какой целью, но я сейчас дальше продолжу, и мы, наверное, с вами сами поймем, с какой целью. То есть вся жизнь Николая Васильевича, она была наполнена вот некими такими мистическими знаками, какими-то пророчествами, какими-то странными столкновениями. И ну, сейчас уже принято, раньше, конечно, было не принято, великий Гоголь, да? Все мы, как говорится, выросли из гоголевской шинели. Наследие этого писателя, оно, конечно, еще, я так полагаю, до конца не изучено и не исследовано. Вот. Но почему-то раньше было не принято говорить о его душевной, ну, скажем так, о его душевном, я бы не сказала болезни, да, я бы, наверное, сказала какой-то душевной непогоде, которая у него жила довольно давно, да, буквально с детских лет. Ему приснилось однажды во сне девочка. Девочка, и он во сне понял, что эта девочка будет его женой. И он эту девочку встретил в соседнем имении, когда ей было 4 года. 10 лет он ждал, когда она подрастет. Когда ей исполнилось 14 лет, он ее выкрал, и они обвенчались. И лишь потом получили согласие родителей. Эта семья, она была изначально несколько, ну, странной, скажем так. Мать Гоголя долго не могла забеременеть. То есть, и если она беременела, постоянно случались выкидыши. И когда она забеременела Николаем Васильевичем, она ходила каждый день, давала обеты, что если родится ребенок, если она выносит ребенка, она назовет его в честь Николая Чудотворца за то, что он ей подарил такое чудо. И Николай Васильевич родился. Но рос он после этого вот в атмосфере абсолютной религиозности. Его биографы, а их немало, они до сих пор не могут сойтись, то есть не до сих пор, а еще тогда и до сих пор исследователи не имеют никаких подтверждений о его отношении с женским полом. Я это говорю не для сплетни, как мы, о чем мы сейчас, собственно, и говорим, да, мы эти сплетни, наоборот, развенчиваем. Я говорю про то, что вы не найдете в его произведениях практически ни одного положительного женского образа. Тарас Бульба, панночка, да, прекрасная полячка, вернее, которая совратила Андрея и тем самым привела его к смерти.
Мертвые души, посмотрите, ни одного положительного образа. То есть это я к чему говорю? К тому, что он сам признавался, да, Гоголь Вяземскому, что у него с детства перед глазами висела картина страшного суда. Ему мать внушала настолько сильное религиозное чувство, что все беды от женщин. Да? Женщина, она мать первого греха, скажем так. То есть она вручила Адаму яблоко. И поэтому вот у Гоголя вообще вот эта религиозность, она перемешалась с мистикой. Вещи и сны. Ему постоянно снились какие-то сны. Он постоянно слышал голоса. Кстати, его отец, он тоже страдал этим, да, какие-то голоса. А в конце жизни Гоголь умер, до сих пор неизвестно от какого заболевания, потому что последние годы жизни он очень был напряжен, да, и постоянно переходил из депрессии в депрессию. Вот. Возможно, здесь был какой-то еще, может быть, шизофренический такой вот момент, но, в принципе, в этом это по-хорошему момент, да? Потому что это давало ему пищу для творчества, это подпитывало его. И вот неожиданно умирает подруга, жена его друга Екатерина Хомякова. Умирает от тифа. А он это единственная женщина была, к которой он относился, если не с любовью, то с искренним чувством дружбы и привязанности. И эта смерть его подкосила настолько, что он впал опять в глубокую депрессию. И решил, что его нужно усилить свою религиозную основу, да, религиозную основу своей жизни. Он начал поститься. Он в день употреблял 2 столовые ложки капустного рассола, иногда чернослив и рисовый отвар. При его заболевании кишечника это, конечно, это было недопустимо, потому что лечили его. Тогда существовало лекарство на все случаи жизни, называлось оно каламель. Каламель, когда попадала в желудок, она выделяла вещество ртути. И если желудок был полон пищи, да, то эта ртуть, она выводилась через желудочно-кишечный тракт. А так как Гоголь постился, пищи в желудке не было, и ртуть оседала, отравляя его. Да. Его доктор Бахтин, когда описывал симптомы гоголевского заболевания, когда его вызвали к нему, он описывал все симптомы при отравлении ртутью. Ну и тогда, когда у него случился рецидив, когда он сжег свой 2-й том «Мертвых душ», созвали консилиум и назначили совершенно неправильное лечение. Да. Ему противогорячечные препараты и процедуры ему были категорически запрещены. Да. Его клали в ванну с холодной водой при пиявке, в общем, к нему приставляли. Да. Но оказалось, это совершенно не нужно. А то, что в завещании было написано, это правда, что похороните меня только тогда, когда почувствуете явные признаки разложения. Вот он действительно боялся летаргического сна, действительно боялся умереть, быть, вернее, похороненным живьем. И вот именно отсюда недобросовестные, нечистоплотные, я бы не назвала их даже ученые, люди, они делали себе пиар. Да? Вот я вам сейчас назову фамилию писателя, собственно, который эти слухи стал распространять. Я не думаю, что она вам скажет о чем-то, что это замечательный писатель или прекрасный поэт. Лидин. Владимир Лидин. Ни о чем, по-моему, да, не говорит вам эта фамилия. Вот. Дело в том, что в 1931 году состоялось перезахоронение Николая Васильевича. Вот. И во время перезахоронения как раз присутствовал Лидин, еще Александр Малышкин, Всеволод Иванов и много других литераторов.
Так вот, именно после этого перезахоронения Лидин своим студентам рассказывал, что когда вскрыли гроб, череп Николая Васильевича Гоголя был повернут в сторону. Да? Опять же, почему? Когда этот слух разнес врач, который снимал посмертную маску с Николая Васильевича, вот, и он эту версию полностью разбил, потому что когда делается маска, то на лицо умершего льется горячий воск. И маска закупоривает отверстие, да, нос, рта и так далее. То есть, если он бы был живой, он бы от летаргического сна очнулся. Когда эта версия была развенчана, Лидин придумывает следующую версию. О том, что когда вскрыли гроб, черепа Гоголя не было. Да, и якобы даже нашелся московский коллекционер Бахрушин, у которого в коллекции вдруг появилась какая-то таинственная реликвия, которую он никому не показывает. Потом, когда Гоголя перезахоронивали 3 раза, да, ну и в конце концов, естественно, и эта версия была разбита. Но, тем не менее, она у нас живет в народе, да, и трудно сейчас некоторым людям расстаться с этой мыслью, что Гоголь умер, можно сказать, от истощения, да, и от неправильного лечения, и что ничего с его трупом не происходило, и со скелетом тоже, и что похоронен он был уже когда умер, и не уснул никаким летаргическим сном. Это вот то, что касается Гоголя. И тут же, говоря о Гоголе, я хочу сразу перейти еще к одному знаменитому нашему соотечественнику, писателю, мистику, к Михаилу Булгакову. У Булгакова с Гоголем, почему я перешла на Булгакова, у них была очень тесная связь, которая, казалось бы, была невозможна по причине того, что они просто не были современниками, элементарно. Да? Один жил в XIX веке, второй в XX. Но, тем не менее, для Булгакова имя Николая Васильевича Гоголя было знаковым. Он писал сам о том, что в его жизни были 3 встречи с Николаем Васильевичем Гоголем. Первая встреча произошла, когда Михаил Афанасьевич, выпускник медицинского факультета, работал земским доктором. Отсасывая дифтеритные палочки, он заразился от ребенка дифтерией. Тогда когда он себе поставил противодифтеритную сыворотку, у него началась страшная аллергия. Зуд, боль, его раздуло. Вот. И он не мог снять эти симптомы и попросил свою первую жену, Татьяну Николаевну, вколоть морфий. Следующая доза была чуть больше, следующая еще чуть больше. И в конце концов он стал морфинистом. В рассказе «Морфий» он хорошо это описал. Все вот симптомы, да, все, что он чувствовал. Вот. Но он понимал, что он болен, и промежутки между принятием дозы становились все короче и короче. Он становился агрессивным, он даже пытался запустить в Татьяну Николаевну примусом или сковородкой. Вот. И тогда она ему стала колоть дистиллированную воду. Естественно, начались ломки. И в одну из ночей, мучаясь, да, он забылся тяжелым сном и очнулся от того, что как будто над ним нагнулся маленький востроносенький человек со впалыми глазами. И он с ужасом понимает, что это Николай Васильевич Гоголь склонился над ним, который грозит ему пальцем, что нельзя так обращаться с собой. Так это или иначе, но на следующий день ему доза морфия не понадобилась. Он излечился. Это была первая встреча. Вторая встреча произошла, когда он познакомился со своей последней женой, с Еленой Сергеевной. Они познакомились у друзей на вечеринке, и между ними сразу возникла обоюдная симпатия, и он вызвался ее провожать.
Он проводил ее до дома, и когда они подошли к дому, к ее дому, и она говорит: вот здесь я живу, мы можем проститься уже. Она была замужем, у него была семья. Булгаков остолбенел. Он остолбенел, потому что он вспомнил, как в 1927 году он возвращался откуда-то домой, и неожиданно, когда он проходил по переулку мимо этого дома, ему навстречу вышел маленький востроносенький человечек, укутанный в шинель. И он понял, что это был Николай Васильевич Гоголь. И когда Елена Сергеевна подвела его к дому, Булгаков увидел, что это тот самый дом, возле которого его встретил Гоголь. Это была вторая встреча. А третья встреча произошла уже после смерти. Да? Это была символичная очень встреча. Дело в том, что когда умер Николай Васильевич, он, в смысле, перед тем, как умереть, он написал в завещании, он просил: не надо никаких помпезных памятников, не надо меня после смерти возвеличивать, если можно, то самый простой. И современники привезли большой камень, он назывался Голгофа, напоминал по размерам гору, на которой казнили Иисуса Христа, а на этом камне, на Голгофе, был простой черный крест. После перезахоронения этот камень Голгофу увезли в кладбищенские склады и на долгое время про него забыли. Когда умер Булгаков, Елена Сергеевна долго не могла подобрать эскиз памятника. Какой поставить памятник на могиле у Булгакова? Совершенно случайно, зайдя в кладбищенские склады, да, она увидела большой, огромный камень с черным крестом наверху. И тогда она решила, что это будет самый оптимальный вариант для Михаила Афанасьевича. Каково ее было удивление, когда она узнала, что этот камень лежал на могиле Булгакова. Потому что всем известны воспоминания, скажем так, Булгакова, когда приходил к нему Николай Васильевич Гоголь, он сказал ему: учитель, укрой меня своей шинелью. Вот получилось, что и после смерти учитель укрыл его своей шинелью. Да? Вот. А то, что касается разного рода выдумок о том, что он продал черту душу, что Елена Сергеевна была колдовка, что она его приворожила. Сейчас я скажу, на чем основываются такие слухи. Булгаков, он давно задумал написать роман о сатане. То есть он работал над этим романом очень долго. Вы знаете, наверное, да, что он до сих пор, он все равно не был закончен, и существует несколько редакций написания этого романа. Так вот, неожиданно вдруг какой-то современник вспомнил вдруг какую-то Наталью Ушакову, которая принесла Булгакову книгу, точное название не подскажу, да, «Веневитов» или там какие-то его похождения. В этой книге был главный герой, студент по фамилии Булгаков, который продал дьяволу душу. Вот, понимаете, слухи рождаются неизвестно откуда, но почему-то они довольно живучи. Собственно, зачем Булгакову продавать дьяволу душу? Он был талантлив без дьявола, правильно же? Возьмите любую его вещь, любое его произведение. Конечно, «Мастер и Маргарита» – это несколько отдельная, скажем так, история его творчества, потому что именно этот роман забрал у него последние остатки здоровья, да, и у него открылось такое же заболевание, как и у отца. На ком еще мы можем остановиться? Вот я сейчас перебираю в памяти, да, фамилии наших писателей, поэтов, и мне кажется, вокруг каждого имени существуют вот какие-то непонятные вот слухи, какие-то придуманные истории. Например, недавно я обнаружила, что, оказывается, я, конечно, чуть вообще не упала. Оказывается, Лермонтова заказали. Думаете, кто? Николай I. И что, оказывается, не Мартынов убил Лермонтова-то, а снайпер
который где-то там сидел в горах, недалеко, не так далеко. Откуда родился этот слух? Сейчас объясню. На самом деле дуэль произошла между Мартыновым и Лермонтовым не возле горы Машук, у Перкальной скалы. Так вот, сесть там было спрятаться негде. Теперь, сторонники гипотезы, что Лермонтова убил снайпер, говорят, у них был железный аргумент, что пуля пробила руку и попала в бок. Что типа, как это возможно, если Мартынов стрелял, был напротив, да? Но дело в том, что Мартынов пришел действительно убить Лермонтова. Не потому, что Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта», не потому, что Лермонтов написал «Прощай, немытая Россия», а потому, что он его оскорбил. Да, он его оскорбил жестоко, при дамах, и свидетелем тому был сам граф Васильчиков, который был секундантом на дуэли между Мартыновым и Лермонтовым. Вот. И Мартынов был довольно самолюбивым человеком, и он решил, что он больше не будет спускать с рук Лермонтову все его вот эти вот насмешки, а современники и биографы в один голос говорят, что у него был очень препротивный характер. Он был злобным, ироничным, он был очень умен. А представьте, у злого человека ирония может, как у умного человека, да, злая ирония как может ранить. Да? Поэтому Мартынов действительно шел убивать. А Лермонтов, он не стал стрелять, он стрельнул поверх Мартынова. И вот именно когда он опускал руку с пистолетом, Мартынов, не дожидаясь, когда Лермонтов опустит руку, он выстрелил. Поэтому пуля пробила руку и попала в бок. Вот. То есть все объясняется элементарно. Да? Не было никакого снайпера, не было никакого заговора. Знаете, мы опять же можем предполагать. Да? У нас нет никаких научных фактов. Мы не можем сказать, что это действительно даты символичные, но мы можем думать о том, что просто так вот в этой жизни ничего не бывает. Да? Вот таких случайностей, их мало. Почему возникло имя Николая I? Потому что когда умер Пушкин, Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта», в котором напрямую обвинил Николая, императорский дом, в смерти Пушкина. Да, мы тоже все это знаем, в школе мы изучали, в школе нам рассказывали про это, что была травля. Как таковой травли не было. И после смерти Пушкина Николай I заплатил все его долги, обеспечил существование Наталье Николаевне и 4 его детям. А когда умер Лермонтов, Николай I посетовал, что если бы Лермонтов был жив, он бы продолжил дело Пушкина. Вот это как раз тот случай, когда советская идеология включается в процесс памяти и заставляет нас помнить то, чего мы, в принципе, помнить не должны, да, и не обязаны это помнить. По поводу Пушкина. Довольно уже известные факты, что Донзас специально провоцировал Пушкина, поэтому он заигрывал с Натальей Николаевной, а за год до смерти женился Пушкина, до убийства Пушкина, а за год до его убийства он женился на сестре Екатерине, на сестре Натальи Николаевны, да, чтобы быть ближе к Пушкину. Это была какая-то спланированная акция. Вообще сейчас существует мнение, с чего, откуда взялась эта акция, кто ее спланировал. Наверное,
Если помните, в 40-е годы XIX века, да, из курса истории, если помните, возникла в общественной жизни вот такая ручеистость. Западники, славянофилы, те, которые предлагали путь России западный, те, которые предлагали путь России самобытный. И вот Пушкин как раз-таки, как считают сейчас исследователи, он смог вот этот раскол сгладить. Да, когда вот он славил Россию именно такой, какая она есть. Когда он писал о ней именно о такой, какая она есть. И, может быть, кому-то, может быть, это могло не понравиться. Не случайно же Дантес, он был кто такой? Кто помнит? Приемным сыном Геккерна. А кто был Геккерн? Послали. Совершенно верно, да? То есть какие-то непонятные западные настроения. Но опять-таки это только в область нашего предположения. Мы не можем утверждать, мы не можем говорить, что это научный факт, потому что не можем мы про это говорить. Так, это вот то, что я хотела сказать про советскую мистификацию. Кстати, вот про смерть Лермонтова, представляете, канал «Культура» показал передачу, в которой вот это было озвучено про снайпера, который убил Лермонтова, а не Мартынов. То есть довольно уже глубоко въелось-то в умы вот эта наша способность мистифицировать и наша способность верить в эти мистификации. Может быть, некая такая идеализация образа поэта или писателя, либо неумелое восприятие и неумелое воспроизведение образа писателя или поэта. Вспомните сериал про Сергея Есенина. Ну, вспомните, да, каким представлен там Есенин? Алкоголик, хулиган и задира. Не звучали его стихи, да, его самые проникновенные стихи в этом сериале. Или вспомните Тараса Бульбу. Фильм, я имею в виду, фильм. Смотрели, наверное, да? А теперь сравните с повестью. Для чего Тарас Бульба собрал сыновей, собрал войско, и они отправили в Речь Посполитую? Освобождать кого-то? Ничего подобного. Он хотел, чтобы его дети, его сыновья, которые вернулись в дом родной, показали себя в бою. Для этого была сделана провокация с Речью Посполитой, и тогда они пошли в поход. А то, что писал Гоголь в повести как войско Тараса Бульбы, и детей в кипяток кидали, да, и того народа, против которого они освобождали, от которого они освобождали Украину. Вот. А в фильме была взята идея патриотизма. Хотя это тоже нам нужно, да? Нам нужно, чтобы какие-то фильмы, какие-то книги, какие-то произведения в нас воспитывали, поддерживали вот этот патриотизм, да? Наш российский дух. Это тоже нужно. Но мне кажется, что искажать произведения, биографию писателей и поэтов, как-то, не с руки это нам. Не надо, наверное, так делать. Я хотела сказать о пророчествах, которые оставили после себя некоторые авторы. Вы знаете, Анна Ахматова когда-то сказала: «Поэты, не предсказывайте свою смерть, сбывается». И на самом деле это так и есть. Посмотрите, Лермонтов написал стихотворение «Сон», в котором он описывал молодого солдата, который лежал в поле с пробитой грудью, которая рана еще дымилась и из которой сочилась алая кровь. Буквально через какое-то короткое время он погибает на дуэли с пробитой грудью. Высоцкий написал стихотворение
Оно не очень известно, но я помню там строки, что-то уйду в малиновую даль я этим летом. И этим летом, 25 июля, он умер. Андрей Белый, известный автор времен русского, в смысле, начала века, да, символист, написал в одном из стихотворений. Стихотворение было посвящено довольно невинное, да, и были такие строки. Он писал о себе: «Солнечному свету верил, а умер от солнечных стрел». И он действительно умер от последствий инсульта. Вот. А инсульт он получил от солнечного удара. Вот. Он сидел, писал, не надев шляпу, и получил солнечный удар. Инсульт, и все, умер, да? Николай Рубцов. «Я умру в крещенские морозы». Что вы думаете, он умирает 19 января? Крещение, самое крещение. Поэтому я думаю, что поэты, они наделены не только талантом, но каким-то гениальным даром предвидеть. Вспомните Салтыкова-Щедрина, город, история одного города, город Глупов, в который пришел градоначальник-тиран, который запретил веселиться, отменил все праздники, кроме двух, весной и осенью, 1 мая и 7 ноября. Достоевский за 40 лет написал, в дневниках написал: «Придет революция, которая сметет 100 миллионов голов, прольются реки крови. Революция отменит все режимы, и будет один режим». Через 40 лет произошла революция. Таких, вот так навскидку сейчас сложно вообще вспомнить, да, но таких пророчеств в русской литературе у авторов, да, их огромное количество. И огромное, не хотелось бы сказать, да, так вот это штамповано, огромное количество судеб, да, но судьбы поэтов именно русской действительности, я не говорю российской, я говорю русской действительности и советской действительности, они настолько тяжелы и печальны, поэтому очень не хотелось бы, чтобы по истечении времени вот эти слухи, эти байки, эти нелепые сплетни отравляли наши отношения к этим писателям и поэтам, да, к их творчеству, чтобы еще больше нас запутывали, чтобы, не знаю, отвлекали нас, может быть, от самого главного, что было в их творчестве. Вот согласитесь, если бы, допустим, ну вот на какую, немножко так спровоцирую вас, да, вот на какую лекцию вы бы пошли охотнее? История русской литературы 20-30-х годов или мифы, мистификации, сплетни литературные? Вот я про что говорю, да? С одной стороны, может быть, это подогревает интерес, наш интерес, чтобы перечитать еще раз. Да, того же Лермонтова перечитать. Ведь, посмотрите, его герой нашего времени почему-то считают автобиографическим. Да какая автобиография? Лермонтов очень любил балы. Лермонтов очень любил, как мы сейчас говорим, светские тусовки, на которых его ирония, да, его сарказм гуляли со страшной пролетарской силой. Вот, он очень это любил. И, может быть, его близость с Печориным заключалась только в том, что он тоже не мог найти свое место, потому что был, ну, может быть, так же, как Печорин умен, может, умнее Печорина. Да? А я к тому, что интерес все-таки, может быть, может подогреваться вот таким способом. Интерес к творчеству. Может быть, придете домой, перечитаете Гоголя. Может быть, захотите перечитать Шинель. «Мертвые души», наверное, все-таки слишком сложное произведение, да, для восприятия. А у нас сейчас модно стало, знаете, как обучать школьников литературе? Посмотреть фильм. А зачем нам читать? Если смотреть фильмы и пытаться так вспомнить, да, русскую литературу, авторов русской литературы, то нужно смотреть только хорошего советского качества.
И если это «Собачье сердце», то только там, где играет Евстигнеев. Если это «Война и мир», ну никак не в американской версии. Да? Только ту, это Анна Каренина я имею в виду, только ту версию, где играет Татьяна Самойлова. Потому что все-таки наши режиссеры и наши деятели кино, они делали действительно кино так, чтобы не исказить авторскую позицию, чтобы интерес у зрителя, точнее сказать, чтобы зрительский интерес не превысил интереса читательского. Вот, собственно, что сейчас у нас и происходит.